К 75-летию Победы в Шихозанах благоустраивают парк. Накануне там побывал руководитель региона Олег Николаев. Он возложил цветы к памятнику воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, и оценил ход строительных работ. В рабочем графике руководителя региона поездка в Шихозаны не значилась. Заглянуть в парк Победы, за благоустройство которого взялись год назад, Олег Николаев решил спонтанно. Сначала в Рио главы Чувашии возложил цветы к памятнику погибшим воинам. Следом прошелся по всему мемориальному комплексу и оценил ход строительных работ. За год рядом с памятником погибшим воинам выросла стена памяти. На ней увековечены имена уроженцев района, участников Великой Отечественной. Кстати, фотографии на стене реальные. Снимки фронтовиков принесли местные жители, из которых и выложили своеобразное панно. Всего из Канашского района на фронт ушли около 13 тысяч человек. Почти половина домой не вернулась. Мы здесь увековечили каждую семью, каждого человека, который участвовал и погиб на этой Великой Отечественной войне. Поэтому этот мемориальный комплекс мы уже в процессе строительства получали положительные отклики от населения. И, думаю, станет таким знаковым местом для нашего района, для жителей нашего района. Парк Победы в Шихозанах благоустраивают на средства федерального проекта формирования комфортной городской среды, а также по программе инициативного бюджетирования. В общей сложности на обновление общественного пространства направили больше 10 миллионов рублей. Администрация района, подрядчик взяли на себя обязательство завершить работы к Дню Победы. Они практически, можно сказать, что претворяются в жизнь. Осталось чуть-чуть. И мне кажется, это здорово. Здорово в том плане, что, с одной стороны, люди получают конкретный результат к знаменательной дате. Ну и самое главное, это лежит в основе призыва президента страны, который нам говорит, что те деньги, которые выделяются на национальные проекты, в том числе на комфортную городскую среду, должны чувствоваться в виде конкретных результатов. Основные работы в парке строители уже завершили. Осталось подключить освещение, разбить клумбы и высадить кустарники. Так что свое обещание открыть объект 9 мая подрядчик выполнит. Евгения Зиновьева, Леонид Петров, Семен Антонов. Вести, Чувашия.